Доброе утро, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Я сегодня встала утром, не смогла выйти из двери. Вот как замело, я еще никак не добираюсь. Я вылезла из окна. Вот вроде и не сильно замело, но снег такой жесткий, прямо напрессовала, берется кусками. Сейчас, наверное, возьму совковую железную лопату. С пластмассовой лопатой невозможно копать. Вот с какими кусками я выкидываю. Думала отсюда выйти. Все-таки пониже будет мне спускаться. А внук говорит: почему вы, мамочка, оттуда выходите? С веранды можно же выйти. Там легче. Там ниже. И вот я отсюда вылезла. Вот отсюда. Вообще не боялась. Снег вот какой прессованный. Ужасно. Всю ночь штормила. Я думала, крышу снесет. За секунду 30-35 метров. И холодно. Больше 25 градусов. Сейчас зашла в баню смотреть, не замерзла ли вода. Вода не замерзла. В бане тепло. Вчера прогрела баню и зашла сейчас смотреть, не замерз ли кран. Слава богу, кран не замерз. Есть и плюсы, и минусы, что в бане вода зимой замерзает, приходится почаще топить. Хорошо то, что не надо таскать. Наверное, придется следующую зиму закрывать с колодца. Будем таскать или шланг соединим, и все. Да вот такая жизнь в деревне. Когда буран, надо снег кидать. Замерзает в бане кран, надо баню греть. В этом году почему-то очень холодно было. Я купила для бани только дров общей стоимостью на 18,5 тысяч. Вот я же еще в декабре привезла. Вот с этим у меня получается 18,5 тысяч. Самое главное, есть где купить. Выхожу из положения, что смогу купить дрова и колотые в бане тепло. Но думаю, к вечеру немножко прогреть баню. Сегодня опять ночью будет шторм, ветер сильный, холодно. На улице вообще машин не видать. Дети у нас не учатся, актировка у них. На улице пока пурга, ветер страшный, будем заниматься дома. Я сейчас вам покажу свои рассады. Вот здесь у меня тепло. Прямо тепло-тепло. Гарнитур у меня встроенный. Когда я заказывала, проблематично, некрасиво смотрелись вот здесь трубы. Труба здесь сотка, как в спальне у Кирилла. И пригласила я из города специального дизайнера. Он мне посоветовал вот так делать. Я согласилась. Когда тесто ставлю, я могу сюда поставить вот тепло. И когда я выпускала влог, мои любимые подписчики, зрители моего канала тоже посоветовали, подсказали, что, может быть, из-за холода у меня не появляются перцы. Действительно, окна пластиковые, они холодные. Хотя я постелила подоконник полотенца, это не помогло. Прочитав ваши комментарии, мои любимые подписчики, я решила поставить в такое теплое место свои рассады. И посмотрите за 2 дня, что у меня получилось. Конечно, тут перцы разные. Есть, наверное, и скороспелки. Разные. Я не пишу. Мне этого не надо. Самое главное, я сажаю перец для себя. Для своей семьи. Вот посмотрите, красота. Проклюнулись они. Вот здесь какие-то еще не выходят.
И вот второй лоток у меня тоже. Не все сразу получается. Ну ладно, я довольна. Спасибо вам, мои хорошие. Что бы я без вас делала? Вы меня учите. Это очень хорошо, очень приятно. Я поставила их сюда обратно и накрыла целлофаном. Здесь у меня другие сорта перец. Тут я их много сажала, чтоб не пересохли. По вашему совету я еще сверху накрыла полиэтиленом. Вот они сидят, потеют. Здесь у них водички есть. Здесь я посадила помидоры щелнок, скороспелка. Еще раз хочу сказать вам, мои дорогие, спасибо, что вы меня учите, старую бабушку. Мне очень приятно, что вы мне подсказываете. Учите меня почаще, я не обижаюсь. Вот таких сортов я посадила. 4 вида. Перец сибиряк, красный великан, красный богатырь и биг гриль. И все. Мне этих перцев, я думаю, хватит. Да еще посадила другим методом. Мне они свои перцы. Ну как свои? Я их покупала в магазине разных сортов, крупных. Мне они очень понравились, и семена я оставляла. И сама сушила. Мне этих хватит. Я довольна, что перцы мои проклевываются. В день по несколько раз смотрю, любуюсь. Начали расти первые саженцы. Скоро начнем сажать помидоров. Где-то в начале марта. Я, наверное, вот так посажу. Был звонок от Розы. Показала мне очень много семена. Ей прислали. Хочет поделиться со мной. Хочет мне прислать семена помидоров. Я отказалась. Потому что не знаю, куда сажать. Огород у меня маленький. Да я набрала очень много семян. Где-то 13 сортов. Поэтому я не знаю, куда сажать. И я отказалась. Помидоры чудотворец скоро посажу. Томат Дубрава. Очень мы любим негритенок. Сладкий. Урожай с балкона. Вот это я не посадила. Что-то я упустила. Надо было зимой. Подоконники может вырасти. Раньше у меня были такие помидоры. Но они были красные, а эти оранжевые. Томат гигант посажу. Баще сердце у меня 4 упаковки. Гигант лимонный. Гигант высокоурожайный. Тоже 2 пакетика. Томат де Бордо оранжевый для засолки. Можно вместе солить де Бордо розовым. В одну банку будет красота. Еще бы не мешало таких оранжевых. Но это так оранжевое написано, но что-то на картинке желтый. Может, помидоры будут оранжевые. Посмотрим. Сахарный гигант тоже крупные помидоры. Вы мне уже сказали тогда, что томат исполин тоже хороший. Вот тоже у меня очень много помидорчиков. Мест не хватит. Сейчас дома нас мало остались. Нас 3 только. Юля себе будет сажать у свекрови огороде. Роза у себя. А мы с мальчиками 3 только. Да, урожаем могу с Нахой поделиться. Она работает вахтовым методом. По месяцу, по 1,5. У нее нет времени заниматься огородом. Вырастет, я с ней поделюсь. Мне не жалко. А вот мне скажите, мои хорошие, когда капусту начнем сажать? Есть у меня капуста цветная Альфа. Капуста московская. Тоже поздняя. Я раньше сажала капусту московскую. Мне капуста такая нравилась. Надо будет в этом году тоже сажать. Есть у меня еще огурцы неженские, петрушки, свекла мулатка, арбуз огонек, скорик.
Вот такие. Петрушки разные набрала. Клещевина. Мне нравится очень. Тоже, наверное, скоро сажать. Тут написано в марте. Вот когда помидоров начну сажать, наверное, посажу. Мне нравится еще запах лаванды. Лаванда многолетняя. Надо поднимать настроение. Скоро весна. У нас ветер утихает. Завтра будет солнышко. Сегодня дети не пошли в школу. Учатся дистанционно. Младший занимается в гостином за компьютером, а старшенький у себя в комнате. Он оттуда буквально не вылезает. Очень нравится ему его комната. На улице, хотя сильный ветер, у нас дома тепло. Температура дома плюс 22. Это значит очень тепло. Напишите мне, пожалуйста, что и когда вы собираетесь посадить. Когда посадите капусту, баклажан, цветы. Многие спрашивают, как я себя чувствую после прививки. Да, 3 дня я вам описала, какие симптомы у меня были. Температура поднималась до 37 градусов. 2 дня. Второй, третий день. Все прошло. А сейчас пойду 9 марта повторному делать прививку. Я решилась. Хотя некоторые пишут, что нельзя делать. Еще раз хочу вам сказать спасибо, мои дорогие, за ваши советы. Я прислушиваюсь к вам. Хорошо, что вы у меня есть. Я горжусь вами. Мне очень хорошо, когда я читаю комментарии, стараюсь ответить всем, ставлю лайк, а кто-то что-то спрашивает, стараюсь ответить, писать. Желаю всем, мои дорогие, здоровья, удачи, много радостных дней и душевного тепла. На этом я свой влог заканчиваю. Всем пока-пока. До следующих встреч.